Доброе утро! На календаре среда, 15 июля. День поля 2020. Выставка-демонстрация под таким названием откроется сегодня возле деревни Михайловка Цивильского района. В ней примут участие 46 компаний из 9 регионов страны. Аграрии представят семена современных сортов, гибриды сельскохозяйственных растений, а также удобрения, средства защиты урожая, корма и добавки. Организаторы покажут участникам и гостям производственные опыты, а также ответят на вопросы по защите сельскохозяйственных культур. Выставка-презентация продлится 2 дня. Детские книги чувашских авторов теперь можно будет не только прочитать, но и послушать, причем в озвучке самих авторов. Республиканская детско-юношеская библиотека стала победителем конкурса грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства. Проект называется «Писатели Чувашии детям». Благодаря ему в библиотеке скоро появятся оцифрованные тексты литературного наследия республики, а также аудиозаписи детских книг в авторском исполнении. Свои произведения уже озвучивают Галина Белгалис, Алевтина Карачкова, Ардем Гали и Дмитрий Поздеев. Эстафету приняли Светлана Гордеева, Лидия Сарине, Раиса Сарби, Елена Светлая, а специалисты библиотеки начали озвучивать литературу из разделов «Устное народное творчество» XIX-XX веков. Пополнить коллекцию фотопортретов всемирно известного проекта «Мир в лицах» удалось в Чувашии этнографу и путешественнику Александру Химушину. До пандемии в его личном списке было 86 стран, теперь же путешествия продолжились в России. На середину лета у Александра Химушина в планах 3 выставки. 1 в России, 2 во Франции. Для Александра важно показывать разнообразие традиционных культур мира через портреты коренных народов. В плотном графике удалось выкроить неделю и приехать по приглашению друзей в Чувашию. В нашей республике этнофотограф побывал впервые. Все, наверное, зависит от тех людей, которые тебя окружают. Да? Вот я сейчас приехал в Чувашию, я считаю, что здесь мой дом, потому что здесь такие классные люди, они так тепло встретили. Вообще мы уже побывали и в деревне, и там где-то вот на реке Сура мы останавливались. Знаете, это красивейшие места, и просто мы сидели, пели песни у костра всю ночь. Это так здорово. Поездка, правда, быстро стала рабочей и превратилась в творческую командировку. Работа над фотопроектом «The Word in Face» «Мир в лицах» продолжилась в нашей республике. Александру удалось узнать больше о вышивке и костюмах в Национальном музее вышивки и в Серебряной кладовой. Все эти монеты, украшения головного убора, собраны из простых материалов, из того, что было под рукой. Это как раз монеты, которые были к тому времени уже не ходячими, и бусы, и бисер. Ну, использовали еще раковины каури. А раковины откуда? Раковины каури, торговля же всегда была по Волге. Вот привозили иностранные купцы. Они же как первые монетки были вообще в мире у всех народов, племен. В социальных сетях уже стали появляться портреты, сделанные во время путешествия, с краткими рассказами о людях республики. Портрет Дарины был сделан в деревне Ясно, в шалаше-амбаре, где хранятся собранные дикорастущие цветы и травы. Хорошо приняли жители разных стран и портрет Юлии Тихоновны Еремкиной с внучкой Настей Морозовой. Работа вызывает большой интерес. В комментариях со всего мира задают вопросы про необычные украшения и головные уборы. Спрашивают про узоры края 100 тысяч вышивок. Немало и таких, кто интересуется, а где находится Чувашия, и пишут, что после пандемии хотели бы приехать в гости. На сегодня у меня все. Всем зрителям я желаю хорошего настроения и удачного дня. Увидимся завтра.